Требование для уйгурских турок, проживающих в оккупированном Китаем Восточном Туркестане, сообщать властям о гостях, прибывающих в их дома, в последние дни стало применяться более агрессивно. Выступая на радио «Свободная Азия», сотрудники администрации 3 уйгурских регионов заявили, что власти, по крайней мере в 2 районах Восточного Туркестана, в последние месяцы агрессивно усилили требования к уйгурам сообщать в полицию в течение от 10 минут до 2 часов о гостях, прибывающих в их дома. В декабре 2015 года это требование было впервые реализовано и все больше подчеркивалось правительством Ма Сюнгруи, которое в декабре 2021 года взяло на себя обязанности секретаря Коммунистической партии Синьцзяна. На мероприятиях недели пленных народов США уйгурские неправительственные организации призвали Штаты и международное сообщество сосредоточиться на продолжающемся геноциде в оккупированном Китаем Восточном Туркестане. Правительство Восточного Туркестана в изгнании обратилось к Соединенным Штатам и международному сообществу с призывом в связи с мероприятиями недели пленных народов. Правительство Восточного Туркестана в изгнании сообщило, что в 1949 году независимая республика Восточный Туркестан была свергнута после убийства ее лидеров Советским Союзом. Заместитель председателя хорошей партии Бугра Кавунку коснулся китайских инвестиций в Турцию на пленарном заседании. Мы видим, что для китайских инвесторов открываются возможности не только в автомобильной, но и в других областях. Мы также знаем, как некоторые СМИ писали в пользу Китая, когда мы поднимали этот вопрос в Восточном Туркестане. Кавунджу продолжил. Это не менталитет, при котором Турция повернет свое лицо. Конечно, экономически Пекин привлекает инвесторов из всех слоев общества, но Китай отличается. Китай гигант. О каждом вопросе, каждой сделке с Китаем нужно говорить очень серьезно, долго. Особенно если вы создадите отечественный бренд такой как ТОК, а затем предъявляете его как БИТ. Как вы это объясните? Китайский рынок для Apple продолжает оставаться непростым. Согласно отчету IDC, за второй квартал 2024 года Apple потеряла значительную долю на рынке смартфонов в Китае после того, как местные компании, такие как Huawei, вышли вперед. Согласно отчету, Apple вышла из первой 5 рейтинга самых продаваемых брендов в Китае. Общий рейтинг выглядит следующим образом: Vivo, Huawei, Oppo, Honor и Xiaomi. На раскопках в Монголии в рамках проекта «Культура всадников-2024» были найдены могилы, датируемые 8 веком. Считается, что гробницы относятся к периоду Цзюань-Гектюрк или уйгуров. Новые предположения были достигнуты в ходе археологических раскопок, проведенных турецкими и монгольскими археологами на памятниках и захоронениях средневековых кочевников Канар, расположенных на горе Шофуул и в бассейне реки Туул в районе Алтанбулак, провинции Туф, Монголия. Научная работа о находках будет опубликована в октябре. В ходе встречи заместителей министров иностранных дел Узбекистана и Азербайджана была подтверждена просьба о расширении сотрудничества. Заместители министров иностранных дел Узбекистана и Азербайджана и сопровождающие их делегации провели политические консультации в столице Узбекистана Ташкенте 25 июля 2024 года. В ходе встречи были обсуждены двусторонние отношения в сферах торговли, экономики, культуры, инвестиций и гуманитарной помощи. Россия и Китай планируют выполнить 5 совместных космических миссий по созданию станций для научных исследований на Луне. Межправительственное соглашение, подписанное между Россией и Китаем, было опубликовано на сайте, где было объявлено об официальных решениях в России. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев согласился с президентской комиссией отклонить просьбу о помиловании некогда влиятельного политика Карима Масимова, который дважды занимал пост премьер-министра и в настоящее время отбывает 18-летний тюремный срок за госизмену и попытку захвата власти во время беспорядков в 2022 году.